Салам алейкум, дорогие подписчики. Насчет это доверие. Мы должны доверять свою это ребенка. Насчет это доверять и сказать всегда это вслух, да, это ребенку, что я люблю тебя, я верю тебе. Всегда мы должны сказать этого ребенка. С того, что первый, ну, с того, что мы, ну, с того, что начинает разговаривать с нами. В каком возрасте ребенок начинает разговаривать? Годика, полгодика, 2 годика. М? Вот. С того, что это надо как это сказать это слово вслух, что я люблю тебя, верю тебе. Когда вы скажете это слово это ребенку, ребенок уже растет, доверяет вас и все это вам расскажет. Это от своего опыта я говорю. Мои родители так меня воспитывали. Я все, что это своим папам, маму я рассказала. У меня были некоторые секреты, только папа рассказала, а мама не рассказала. А были секреты, мама рассказала, а папа не рассказала. У меня такие секреты были, да. Вот. И были секреты еще у младшего брата, который погибший, я рассказала. Вот у меня 3 человека, которые в семье, я свои секреты рассказала и поделилась. Погибший брата, пап, мама, все. Больше ни с кем я не поделилась, ни с кем, никому свои секреты не рассказала. И все мои истории слушали, что какой я ребенок это был. Вот. А мой ребенок со мной поделится. Мой ребенок все, что до единого мне рассказывает и говорит. И про школу я спрашиваю, про все она мне рассказывает, и мы все как это решаем вместе. Ничего не скрывает, потому что мы доверяем друг другу. Когда мы доверяем друг другу, ребенок это мама рассказывает, мама это ребенка спрашивает, как дела, как ты это в школе, все нормально, все, вот так. Поэтому мы должны доверять ребенку. Однако, когда мы были это у брата, это на каникулах, да, потом мой ребенок говорит моего это брата, дядя говорит, моя мама не проверяет мои телефоны, говорит, а мой брат говорит, значит, мама тебе верит, доверяет тебе, верит тебе, поэтому не проверяет. Если мы верим в своего ребенка, не проверяем это его телефона, потому что ваш ребенок ничего это плохого не делает, потому что ребенок знает, что папа верит, мама верит, ничего не делает. Но при этом мы должны просить у Бога, да, у Аллаха, что нашего ребенка, как это, береги нашего ребенка, о Аллах, на тебе уповаем, на тебе оставляем. Да, наши дети это наши, как это, богатство, наши, как это, аманат. Да, в Коране, в сура Пещера это сообщит, что ваши дети, ваше имущество– это украшение вашей жизни. Да, сура Пещера сообщит, что это наши дети, наше имущество украшает нашу жизнь, украшение нашей жизни. Поэтому мы, вот наше доверие начало, что должны доверять своего ребенка. Я недавно с одной знакомой была, я ей говорю, что я доверяю своего ребенка. Это она, знаете, что говорит? Вы это балуете своего ребенка. Ей не понравилась моя идея. Она говорит, я своих детей каждый шаг это проверяю, каждый шаг. Я говорю, да ладно, говорю, просто от мне предлагай, говорит, ты можешь принять, может отказаться, говорю, ей. Это твой, говорит, это выбор, говорю. А меня, говорю, родители так воспитывали, я это так своего ребенку что-то от родителей это возьму, что-то где-то исламские это книги это для воспитания для детей я читала, возьму. Где-то сама это еще знаю, это как это идея приходит, что так и надо быть с ребенком. Да, на ребенка не надо давить. Когда мы будем давить на ребенка, ребенок потихоньку своих планов это планирует и уходит это, уйдет из этого дома. Да? У араба есть такая пословица, есть, когда веревку сильно это тянешь, порвется, правильно? А ребенок, когда мы давим на ребенка, ребенок потом убежит из дома, не дай Аллах. Я много это в интернете смотрю, много это по жизни слышу. Даже в СССР тоже это было случай, что дети сбежали от родителей, ушли, как это, к дедушке, бабушке, больше не вернуться к это, папа, мама. Такие тоже были. А были тоже дети, которые ушли из семьи, от это родителей, от бабушки, дедушки к родственникам. Больше не вернулись к это родителям. Такие случаи были при СССР. Всегда это было от этого. Из начала нашей жизни планеты, да, наша эра, время, эра, говорю, века, до нашей, как это, века, в нашем веке всегда есть, что дети, которые они от домашнего насилия, они сбегают, они, как это, убегают это, да.
Домашнее насилие, это я вам видео сделала, я имею в виду, что если что-то ребенка это не нравится, воспитание это папа, мама, планирует что-то делать, сам ребенок потом решает, что как бы, да, потом, когда уже поздно будет, поэтому пока гибко, да, как это, есть пословица, ветка, когда мягко, можно ломать это ее, правильно? А ребенок, когда маленький, можно воспитывать ее, пока еще не спелый, да, ребенок, можем как это только хорошие, добрые слова. Кричат, ругать. Это ничего, это не работает. Если мы кричим на ребенка, да, не думайте, что это работает. Кричат ребенка, это отталкивает от этого родителей. Кричат, как это повесить голод, это убить, и как это руку поднять, как это унижать ребенка, сравнивать. Это все отталкивает ребенка, отталкивает, потом и все. Ребенка не надо, как это, какие-то назвать. Некоторые недавно я на улице гуляю, ребенка, как это называет, некрасивые названия. Некрасивые названия не надо ребенка назвать. Да. Это все влияет на мозг ребенка. Как это нейробиологи, они говорят, если мы забываем, наш мозг не забывает. Наш мозг все записывает на всю жизнь, никогда не забывает. Поэтому мы должны с детьми быть очень как добро и по-хорошему как это все объяснить и дать им как это все это свою как это любовь, свое внимание. Да. Благодарю за внимание.